понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Добрый вечер, это Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов. Мы в эфире каждый день в 8:35 и 18:30 по крымскому времени на волнах 549 АМ и 100,7 FM, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. Также заходите на сайт Крым Реалии, смотрите там прямые видеотрансляции эфиров, а также читайте наши материалы. Тема дня. Говорим мы сегодня о референдуме, который прошел в воскресенье в Турции. Там решали судьбу конституционной реформы и расширения полномочий президента Реджепа Таyyипа Эрдогана. Несмотря на победу сторонников реформы, голосование показало то, что турецкое общество расколото фактически пополам. Лишь чуть более 51% турецких граждан поддержали укрепление президентской вертикали. При этом самые крупные и развитые города проголосовали против конституционной реформы. Тут также важно подчеркнуть, что международные наблюдатели высказали мнение, что этот референдум не был проведен в соответствии со всеми правилами, а оппозиция говорила о том, что его результаты были сфальсифицированы, миллионы голосов были подтасованы. Само собой, мнения на этот счет разнятся, мнения западных лидеров далеко не однозначно. Кто-то говорит о том, что референдум прошел с нарушениями, кто-то призывает турецкое общество к диалогу и беспокоится о турецкой демократии. Но нас интересует не только судьба Турции, но и судьба Крыма после этого турецкого референдума. Можно легко предположить, что из-за изоляции, которая может последовать после этого референдума, президент Реджеп Таyyip Эрдоган, теперь уже фактически султан Турции, решит сблизиться с Россией и, возможно, немножко поменяет свою позицию и по вопросу крымских татар, и по вопросу статуса Крымского полуострова. Реальны ли наши опасения, стоит ли беспокоиться о чем-либо, и какова будет судьба Крыма, по крайней мере, судьба отношения Турции к Крыму после этого референдума, мы сегодня и поговорим с нашими гостями. Среди них будет Эмиль Сулейманов, политолог-востоковед, профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге, также будет Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, и Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Пока же предлагаю послушать короткую справку, которую мои коллеги подготовили о прошедшем референдуме. Репортаж. От парламентской к президентской системе правления. 16 апреля более 51% граждан Турции проголосовали за расширение полномочий президента Реджепа Таyyипа Эрдогана. Против высказались около 49% населения. Это значит, что полномочия президента распространятся на все ветви власти. Глава государства сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей. Должность премьер-министра упраздняется. Его роль также возьмет на себя президент. Кроме того, голосование позволило переизбраться Эрдогану еще на 2 срока. Руководить государством он сможет до 2029 года. Сам Эрдоган назвал прошедшее голосование историческим решением турецкого народа. Впервые в истории страны изменение политической системы прошло путем мирного голосования. Турция приняла историческое решение по конституционной системе, о которой спорили на протяжении 200 лет. И это вовсе не рядовое событие. В ОБСЕ заявили, что голосование не соответствовало стандартам Совета Европы. По мнению наблюдателей организации, конституционный референдум проходил в неравных условиях. Член наблюдательной комиссии Совета Европы Алев Карун 18 апреля сообщил, что на референдум допустили бюллетени без официального штампа. Таким образом, говорит Карун, около 2,5 миллионов голосов могли быть сфальсифицированы. Представители турецкой оппозиции также заявляют о подтасованных результатах. По словам лидера Республиканской народной партии Турции Кемаля Кылычдароглу, пересчитывать необходимо порядка 60% бюллетеней. Мы уважаем выбор народа, но его омрачает незаконное решение Высшей избирательной комиссии. Это делает результаты референдума спорными как в законодательном поле, так и в сознании людей. Реджеп Таyyip Эрдоган
любую критику со стороны международных наблюдателей и оппозиционеров отверг. По словам турецкого президента, референдум соответствует демократическим нормам. Существует такая организация, называется ОБСЕ. Они готовят собственный отчет. Мол, выборы в Турции были вот такими или вот такими. Во-первых, знайте свое место. Мы не увидим, не услышим и не признаем эти подготовленные вами отчеты. Мы продолжим наш путь и прислушиваться к вам не будем. В нашей стране прошли самые демократические выборы. Ни в одной из стран Запада таких никогда не было. Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции с победой на референдуме, сообщили в Белом доме. Эрдогана также поздравили президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев. В Евросоюзе ранее заявили, что приняли к сведению результаты голосования и сейчас сосредоточены на возможных нарушениях процесса. Присоединился к поздравлениям и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. По его словам, после референдума внешняя политика Турции по отношению к Украине и аннексированному Крыму останется неизменной. Валерия Максимова для Крым Реалии. Репортаж. Итак, напомню, в студии с вами Александр Голубов, вы слушаете радио Крым Реалии, мы говорим о результатах референдума в Турции и о том, какие последствия этот референдум, возможно, будет иметь для статуса Крыма. С нами на связи Эмиль Сулейманов, политолог-востоковед, профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге. Эмиль, добрый вечер. Добрый вечер. Благодарю, что нашли время связаться с нами. И прежде чем мы попытаемся обсудить вот крымский аспект этого вопроса, достаточно частный, хотелось бы услышать все-таки, что, по вашему мнению, этот референдум будет означать для Турции. Многие, например, приводят такую понятную, возможно, для русскоязычного читателя и зрителя метафору, как путинизация Турции. Насколько, по вашему мнению, то, что происходит в Турции сейчас, соответствует вот с теми процессами, которые когда-то происходили в Российской Федерации? Я думаю, что эта метафора верна. И не в контексте того, что произошло в Турции буквально на днях, а в контексте вообще турецкой политики последних 5-10 лет. То есть направление на ужесточение контроля над государственным аппаратом, над юстицией, ужесточение контроля и уничтожения свободных СМИ, особенно электронных СМИ, бой с политическими оппонентами. Это все припоминает очень сильно то, что происходило в России в начале нулевых годов. Так что да, есть очень ясная аналогия с тем, что происходило в России. Вообще процесс, который происходит в последние годы в Турции, он имеет явно такой вот путинизационный след, да, или путинизационную окраску. А скажите, а этот референдум станет какой-то важной вехой в этом процессе? То есть какие-то новые, я бы сказал, черты более вот такого укрепленного президентского режима появятся, или все же это некое фактически закрепление того, что и так уже существует де-факто, теперь оно просто будет прописано де-юре? Я думаю, что появятся более ясные черты президентской системы, не только президентской системы, а системы диктаторской, которая, хотя и в последние годы она все более отчетливо проявляется в турецкой внутренней политике, но законодательного закрепления и фактического закрепления, в принципе, наверное, до 2019 года не будет, потому что эта конституция вступит в плотность, насколько я понимаю, через некоторое время должны произойти новые выборы. Так что да, вот я думаю, что из позиции конституционной, легислативной, то, что произошло, вот тут референдум, победа на референдуме, тех, которые пытаются изменить Конституцию, она будет иметь очень сильное влияние на турецкую политику. И этот курс на укрепление диктаторского режима, не только президентского, а диктаторского режима, потому что изменения Конституции, они не только направлены в сторону укрепления или создания президентского режима, президентской республики в Турции, а более в контексте вот последних лет это будет режим диктаторский. Так что это будет процесс, который уже станет, наверное, необратимым спустя несколько лет. Эмиль, вот логичный вопрос в такой ситуации, что если режим путинизируется, скорее всего, он будет, скажем так, подвергаться критике Запада и отдаляться от Запада, и в свою очередь приближаться к
опять-таки, почему бы нет путинскому режиму, как России, которая более понятна, которая также следует подобным заповедям о внутренней политике, поэтому с ней, наверное, легче договориться. С другой стороны, российский политолог Екатерина Шульман говорит, что Турция не сможет изолироваться политически от Запада из-за своей вовлеченности в мировую экономику. Я предлагаю послушать мнение госпожи Шульман, и дальше мы попытаемся его прокомментировать. Мнение. Турция – это не ресурсная экономика. Ее благополучие в гораздо большей степени зависит от туризма и торговли. В этом смысле ей труднее изолироваться. И это, наверное, одно из основных препятствий на пути к полноценному такому авторитаризму. Потому что я продолжаю до сих пор думать, что несмотря на этот несколько пировый успех на референдуме, а пиров он потому что это очень небольшой перевес для такой радикальной политической реформы. Для того, чтобы менять Конституцию таким образом, нужно действительно общенациональное согласие, его не продемонстрировано и близко, более того, продемонстрирован общенациональный раскол. Так вот, на пути к полноценной автократии препятствие – это вовлеченность в мировые процессы, в основном экономические. Мнение. Вот, Эмиль, по вашему мнению, насколько подход Екатерины Шульман в данном случае, ну, скажем так, этот оптимизм оправдан? Действительно ли экономика будет тормозить вот такое скатывание Турции в автократию, в диктатуру, как вы говорите? Или же экономический фактор здесь все-таки будет не самым важным? Тут все-таки два разных вопроса, две разные плоскости. Во-первых, экономическая плоскость, во-вторых, плоскость политическая или военно-политическая. Что касается экономической плоскости, то, что Турция будет становиться автократической страной, это не означает, что она прекратит экономическое сотрудничество с западными странами и Западом в частности. Потому что и в прошлом автократические страны, диктаторские режимы с западными государствами сотрудничали в экономической сфере. То есть тут эти два момента, они не идут вразрез друг с другом. Да? Турция может скатываться к режиму диктаторскому, это очень вероятно, но из-за того, что экономика Турции интегрирована в международную экономику и очень близка с экономиками разных государств Европейского Союза, например, Германии, да, то это не означает, что это будет каким-то образом влиять на то, что Турция будет стараться сдерживать, да, вот автократические тенденции развития, то я так не считаю. Что касается вот политической плоскости, то турки понимают, что несмотря на то, что у них, наверное, будет больше критики в их адрес со стороны Соединенных Штатов, Евросоюза и так далее, они будут оставаться членами НАТО, потому что для них это жизненно важно. Они находятся в очень опасном регионе мира. Они чуть ли не соседят, в принципе, с Российской Федерацией. Они понимают, что они сами не могут одолеть угрозам, которые идут с северо-восточного направления и с южного направления, ближневосточного направления, то они все-таки попытаются в НАТО остаться. И я думаю, что даже то, что в Турции будет ситуацию усугублять, что касается прав человека и так далее, это не будет иметь какое-то очень уж сильное какое-то воздействие на то, что НАТО будет пытаться как-то отгородиться от Турции. Угу. Что ж, Эмиль, спасибо вам огромнейшее за ваш комментарий. Напомню, с нами был на связи Эмиль Сулейманов, политолог-востоковед, профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге. Мы говорили с ним о том, как изменится режим в Турции после этого референдума, как поменяется ли позиция Запада по отношению к Турции после этого референдума. Напомню, что вы слушаете радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Если у вас есть что сказать по теме нашего разговора, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Также заходите на наш сайт Крым Реалии, смотрите там прямые видеотрансляции наших эфиров, в том числе этого эфира. Мы же услышимся с вами буквально через несколько секунд. Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 8:35 и в 18:30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
А мы продолжаем наш разговор о результатах референдума в Турции и возможных последствиях для Крыма. С нами на связи Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Наши редакторы говорят, что там небольшие перебои со связью. Напомню, что мы говорим о том, как референдум в Турции может повлиять на позицию Анкары по отношению к аннексированному полуострову. Вот гипотеза наша, от которой мы исходили, когда говорили с Эмилем Сулеймановым, она начиналась с того, что референдум, скорее всего, будет раскритикован западными странами, которые могут вполне возможно не признать его демократичность и все процедуры, которые там соблюдались или не соблюдались. И, соответственно, это может толкнуть Анкару в объятия Российской Федерации и таким образом заставить менять ее позицию и по отношению к крымско-татарскому вопросу, и по отношению к статусу Крымского полуострова. Так ли это или нет, мы все же сможем поговорить с Сергеем Даниловым, он снова с нами на связи. Сергей, добрый вечер. Да, доброго вечера. Спасибо, что связались с нами. И вот первый вопрос, вот по вашему мнению, будет ли после этого референдума Запад таки изолировать Эрдогана, ну, по той простой причине, что референдум вряд ли был проведен с соблюдением всех демократических процедур? Ну, как мы видим, Трамп поздравил Эрдогана, и как-то единой позиции Запада не просматривается. Хотя все ждали, что отношение к референдуму будет сформулировано окончательно после доклада миссии ОБСЕ, и оно будет как бы общим, да. Ну, получилось, видимо, немножко не так. И то, что те голоса, которые звучат в Германии, это достаточно весомые голоса, не последних людей, которые влияют на позицию, они безусловно, очень критичны. И во всяком случае идется о том, чтобы честно сказать, что евроинтеграция в том виде, в котором она существовала в планах до референдума, после референдума, она заканчивается. Скорее всего, будет сказано «нет». Турция не будет членом Евросоюза. А будут ли гораздо важнее с точки зрения Эрдогана и вот позиции его, это что будет с таможенным союзом, с Евросоюзом? И я думаю, что, скорее всего, он будет продолжать функционировать, и его действие будет продолжено. От этого будет зависеть то, как Эрдоган будет формулировать свою политику, и в частности в отношении России. То есть я так понимаю, что вот вы предполагаете, скорее всего, что Европа, несмотря на общую такую риторику, не то чтобы непризнание, но осуждение тех процедур, которые были на референдуме, не будет принимать жестких мер экономического характера или политического характера, ну, кроме отказа в евроинтеграции. И таким образом, скорее всего, не толкнет Анкару в объятия Москвы. Да, я именно так и считаю. Прежде всего, потому что таможенный союз – это очень важный для обеих сторон экономический фактор. Ну, не все части Евросоюза, не все страны пребывают в хорошем экономическом таком положении, чтобы разбрасываться таким рынком, как Турция. Это первое. А второе, знаете, даже в этом случае я не совсем уверен, что Эрдоган будет прямо-таки бежать к Путину и заключать какие-то союзы. Он в любом случае, это в любом случае партнерство с ножами за спиной. И Путин, и Эрдоган испортили свои отношения окончательно. Они могут вступать в тактические союзы, они могут договариваться по каким-то вещам. Они достаточно циничны и прагматичны, но они одновременно оба не забывают то, что произошло. Ну и, соответственно, что между ними было. Да, и, соответственно, никакого изменения по крымско-татарскому вопросу, ни по вопросу статуса Крыма, скорее всего, не будет, я так понимаю. А зачем? Зачем Эрдогану это делать? Пускать такой козырь? Ну, логично. Его можно использовать один раз, и это надо использовать, я не знаю, за какие бонусы его можно продать, понимаете?
Это не прагматично, а в этом смысле он достаточно рациональный человек. Сергей, у нас также есть, скажем так, мы записали комментарий Геннадия Гудкова, бывшего депутата Госдумы. Он считает, что укрепление авторитаризма — это серьезный вызов для Российской Федерации. Предлагаю послушать мнение Гудкова. Точка зрения. Я думаю, что для нас это очень плохо, для России, в стратегическом смысле. Потому что лучше? На границах наши соседи огромное, турецкое государство огромное, но большое, серьезная экономика, с огромной армией, с большим флотом. Это демократическая предсказуемая страна, которая, как бы так сказать, и в НАТО, и которая управляемая, которая демократия настоящая, да, где там есть разные точки зрения, государство светское. Совершенно очевидно, что не только это будет усиливаться авторитарная линия, это может быть даже путь к диктатуре, но и совершенно очевидно, что будут усиливаться те же самые настроения, как и у нас, этой великой державы. Я напоминаю, что Турция когда-то была там огромной Османской империей, и она вряд ли рассталась с амбициями. Где-то в глубине души все равно историческая память есть. Точка зрения. Итак, напомню, вы слушаете радио Крым Реалии, у микрофона с вами Александр Голубов, и мы говорим о тех результатах, которые прошедший референдум может принести для Крыма, и в том числе крымско-татарского народа. С нами на связи Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Эскендер, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что связались с нами. И вот, не знаю, слышали ли вы мнение Сергея Данилова, но он говорит о том, что, скорее всего, прошедший референдум не повлияет на позицию Анкары по отношению к Крыму и крымским татарам. Об этом же говорит и Мустафа Джемилев в своем обращении к Эрдогану, о том, что он уверяет, в принципе, нас в том, что отношение Анкары не поменяется. Ваше же мнение, насколько я понимаю, вы представляете свое сейчас личное мнение, не мнение Меджлиса. Я являюсь членом Меджлиса крымско-татарского народа и являюсь представителем, политикума крымско-татарского. Понятно, что мы тесно контактируем и взаимодействуем с политикумом Турции, Турецкой Республики. Но я просто одно хочу сказать, что те последние события, которые произошли в Турецкой Республике, это в первую очередь, я имею в виду согласие на расширение полномочий или не на расширение полномочий президента Турецкой Республики, это прерогатива турецкого народа. То есть, если турецкий народ проголосует проголосовал и поддержал, это один факт. Если турецкий народ все-таки соберется и докажет, что референдум не имеет той силы, он нелегитимный, то это другой факт. В любом случае определяться турецкому народу. Для нас очень важно, чтобы Турция была стабильная, чтобы Турция была сильная, чтобы Турция придерживалась, той политики в отношении тюркских народов, в отношении крымско-татарского народа и продолжала эту политику. Поэтому в этой ситуации я считаю, что важно, чтобы турецкий народ, если он определился окончательно с таким решением, то он должен поддерживать своего президента, свое правительство. Турецкий народ должен укреплять свои позиции и способствовать развитию. Учитывая геополитическое положение Турции и последние, процессы, которые происходят, это война в Сирии. Она на самом деле очень сильно создает массу проблем для Турецкой Республики. Это и постоянные террористические акты, которые проходят в Турецкой Республике в связи, больше подозревают, что к этому имеет отношение Курдская рабочая партия. Но при всем том мы понимаем, что внешние игроки, которые пытаются участвовать или проявить какую-то свою роль на Ближнем Востоке, понятно, что и провоцируют, и создают Эскендер, ситуацию, когда я жутко извиняюсь, у нас осталось буквально несколько секунд. Вот если у вас есть пару слов, которые вы хотели бы сказать, говорите их сейчас. Я хочу сказать одно, что турецкому народу нужно определиться самим. А я считаю, что Турция, независимо от результатов, будет придерживаться позиции поддержки крымско-татарского народа и целостности Украины. Спасибо вам огромнейшее. Напомню, это был Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. В студии с вами был Александр Голубов, и вы слушали радио Крым Реалии. Услышимся!